Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о кашле у детей, о его лечении и о небулайзерной терапии в лечении кашля в детском возрасте. Кашляют не только больные, но очень часто и здоровые дети. Подсчитано, что ребенок 8-12 лет в день кашляет около 11 раз. Дети грудного возраста кашляют еще чаще. Откашливание накапливающейся, особенно за ночь слизи, вполне нормальное явление. Данный вид кашля является абсолютно естественным явлением и не требует лечения. Его функция – очищение дыхательных путей от слизи и инородных частиц, которые скапливаются в них на протяжении дня. Патологический кашель выступает в качестве симптома различных заболеваний. Он может обуславливаться не только заболеваниями дыхательной системы, он может быть связан с нарушениями сердечно-сосудистой и пищеварительной системы или быть следствием врожденной аномалии. Родители обычно начинают беспокоиться, если кашель постоянный. Тут они всячески стараются помочь ребенку перестать кашлять. Но кашель почти всегда благо. Он помогает очистить дыхательные пути. Поэтому в большинстве случаев нужно не подавлять кашель у ребенка, а помочь ему лучше откашляться. Верхние дыхательные пути у ребенка постоянно вырабатывают специальную слизь. К ней прилипают все посторонние частицы, находящиеся во вдыхаемом им воздухе, например, пыль, микробы. И при заболеваниях дыхательных путей выделение слизи увеличивается. Организм стремится выбросить болезнетворных микробов. Поэтому, если бы не кашель, ребенок задохнулся бы слизью. При кашле нужна помощь лишь тогда, когда мокрота становится густой, липкой и удаляется с трудом. В этом случае необходимо снизить вязкость мокроты. Кашель у ребенка всегда вызывает настороженность и беспокойство родителей. Что послужило причиной недомогания, как и чем лечить ребенка? Такие вопросы, наверное, не раз посещали многих из родителей. Самый навязчивый кашель у ребенка, конечно же, это сухой. Обычно он появляется в начале заболевания и доставляет много проблем как родителям, так и ребенку. Мокрота при нем не отделяется, поэтому процесс откашливания становится долгим и болезненным. При этом одни родители применяют рецепты народной медицины, другие торопятся в аптеку за лекарственным средством. Причем часто родители не обращаются к врачу, лечат ребенка по рекомендации знакомых, друзей или же препаратами, которые были назначены врачом при предыдущем заболевании ребенка. Но причин кашля у детей множество. Не всегда родители могут понять точную причину кашля и уж тем более поставить правильный диагноз своему ребенку. Поэтому часто самолечение не приносит пользу. Во многих семьях сейчас имеются ингаляторы, небулайзеры. Они используются очень широко в лечении кашляющих детей. Как раз о применении небулайзеров мы и хотим поговорить сегодня поподробнее. Часто на вопрос, чем вы лечили ребенка до обращения к врачу, родители отвечают: дышали небулайзером. При этом иногда родители не могут вспомнить, какой препарат они применяли для лечения. Но ведь небулайзер – это только прибор для доставки лекарств в дыхательные пути. Принцип действия этого прибора основан на том, что на выходе из него лекарственный препарат распыляется на дисперсные частицы, которые посредством трубки или маски попадают в дыхательные органы пациента. Именно размер частиц лечебного раствора позволяет ему проникнуть в глубокие отделы органов дыхания, что усиливает эффект от процедуры и ускоряет действие препарата. Использование небулайзеров открыло новую эпоху в лечении заболеваний бронхолегочной системы. При использовании небулайзеров побочные эффекты лекарства развиваются реже, лекарство начинает действовать скорее. Необходимо меньшее количество лекарства, а лекарства, применяемые в небулайзерах, могут быть из разных групп. Отхаркивающие, которые предназначены для смягчения кашля, бронхорасширяющие, которые следует применять только при наличии синдрома бронхиальной обструкции, а также могут применяться ингаляционные глюкокортикостероиды. Небулайзер – это единственный прибор для ингаляции, который можно использовать с самого рождения малыша, ведь в возрасте до 3 лет ингаляции иными способами категорически не рекомендуются. Для того, чтобы узнать, как наши родители используют небулайзеры в лечении своих детей,
Мы провели опрос. Как вы лечите кашель у своего ребенка? Для начала обращаемся к врачу по назначению врача, используем иммобилайзер, если надо, если врач назначает. Все, в принципе. Часто вы используете небулайзер? Болеем не часто. То есть всегда только по назначению врача? Ну да. Как вы лечите кашель у своего ребенка? Мы соблюдаем рекомендации врача. В основном хорошо кашель лечит небулайзер с препаратом, если врач прописывает. Всегда вы используете небулайзер по назначению врача? Ну, бывает, конечно, что когда времени нету до врача дойти, нужно начинать лечить пораньше, мы начинаем самостоятельно, без лекарств, уже более щадящим методом. Небулайзер мы добавляем минеральную воду или физраствор. Ну, кашель лечим, естественно, если с температурой уже сразу вызываем врача по назначению. Если же дома какой-то такой несложный кашель, легкий, быстрый, то чаще всего вот пользуемся небулайзером. Всегда вы используете небулайзер по назначению врача? По назначению всегда, конечно. А бывало ли такое, что вы сами дома лечили небулайзером не по назначению врача? На физрастворе небулайзер. Обязательно увлажнить кашель, чтобы если он сухой. То есть, а если препаратно, то только через назначение врача. Вот. Как вы лечите кашель у своего ребенка? Ну, обычно лечим мы по назначению врача, что назначает нам врач. Но в основном, если сложный кашель, мы ингаляции делаем. Часто вы используете небулайзер? Если сложный кашель, если он обычными лекарствами не вылечивается, тогда уже часто. Всегда вы ли используете небулайзер по назначению врача? Да, всегда. Все опрошенные нами родители ответили, что применяют небулайзерную терапию у ребенка только по назначению врача. Это радует, значит, родители ответственно относятся к здоровью своих детей. Но как практикующий врач могу сказать, что не редкость, когда родители сами лечат ребенка от кашля, иногда по несколько дней. Даже если у ребенка очень интенсивный кашель, это не значит, что необходимо лечить ребенка бронхорасширяющим препаратом и ингаляционным глюкокортикостероидом. Каждому родителю следует знать, что эти препараты применяются только при лечении заболеваний, протекающих с синдромом бронхиальной обструкции. Синдром бронхиальной обструкции или бронхообструктивный синдром – это не самостоятельный медицинский диагноз или заболевание. Бронхообструктивный синдром является проявлением различных заболеваний. Термин «обструкция» переводится с латинского языка как «преграда», которая приводит к уменьшению просвета дыхательных путей и тем самым определяет нарушение продвижения воздушного потока по дыхательному тракту с развитием кислородной недостаточности в органах и тканях. В основе развития бронхообструктивного синдрома лежат следующие механизмы: спазм гладких мышц бронхов, отек слизистой оболочки бронхов, избыточное образование слизи в просвете бронхов. При возникновении бронхиальной обструкции происходит генерализованное сужение просвета малых и больших бронхов, что вызывает их вибрацию и свистящие звуки. К проявлениям бронхообструктивного синдрома относятся следующие: удлиненный выдох, появление свиста и хрипа во время дыхания, затяжной непродуктивный кашель, увеличение дыхательных движений, участие вспомогательной мускулатуры в процессе дыхания, появление одышки, нехватка воздуха, увеличение грудной клетки, дыхание становится громким. Перечисленные симптомы свидетельствуют именно о возникновении сужения бронхиального просвета. Причины развития бронхиальной обструкции у детей разнообразны и многочисленные. Этот синдром у детей развивается, как правило, на фоне острой респираторной вирусной инфекции и у подавляющего большинства детей является одним из проявлений обструктивного бронхита или бронхиолита, то есть воспаления мельчайших бронхов. Но развитие бронхообструкции на фоне острых респираторных инфекций может быть проявлением и хронического заболевания. Одной из причин бронхиальной обструкции у детей является также бронхиальная астма. Поскольку кашель является естественным защитным процессом организма, помощь при кашле должна быть направлена в первую очередь на облегчение его течения. Облегчить состояние ребенка можно и без лекарств. Необходимо обеспечить малышу покой и обильное питье. При сильном кашле происходит обезвоживание организма, поэтому необходимо обеспечить достаточное поступление жидкости. Напоите ребенка теплым, но не горячим чаем или витаминным отваром, в
В крайнем случае подойдет и минеральная вода без газа. Решение вопросов о необходимости и правильном выборе противокашлевого лечения для ребенка должен принимать только врач-педиатр, потому что для этого нужно знать точный диагноз заболевания, вызвавшего кашель у ребенка. Необходимо оценить его давность и интенсивность, продуктивность, степень влияния на состояние ребенка, наличие или отсутствие синдрома бронхиальной обструкции. Если средство против кашля выбрать неверно, оно принесет только вред ребенку. Помните о том, что у каждого лекарственного препарата есть показания к применению, противопоказания и возможные побочные действия, которые проявляются не всегда сразу. Например, неблагоприятное влияние на работу сердца у препаратов с бронхорасширяющим действием. Поэтому заниматься лечением кашля у ребенка самостоятельно не следует. Совет хочу здесь напоследок дать. Его я адресую каждой маме. Врач-педиатр вам будет помогать, но вот беречь детей должны вы сами. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких. Главная идея аптечной сети «Будь здоров» – это предоставлять необходимые лекарства по доступным ценам. Аптеки «Будь здоров» постоянно расширяют вид своих услуг. Для удобства жителей города Канаш аптека «Будь здоров» по адресу проспект Ленина, 31 изменила свой режим работы с 7 утра до 24 часов ежедневно. Чтобы максимально удовлетворить желания наших покупателей, помимо доступных цен и широкого ассортимента, мы принимаем индивидуальные заказы. Для тех, кто хочет сэкономить свое время, возможно забронировать лекарства на интернет-сайте www.rigla.ru и получить их в аптеке. Будь здоров! Сеть близких вам аптек. В аптечной сети «Будь здоров» действуют полезные программы, с помощью которых экономить стало еще выгоднее. Это карта постоянного клиента «Аптечный кошелек» и программа «Спасибо от Сбербанка». Держатели карты «Аптечный кошелек» участвуют в акциях и распродажах. Новогодний подарок владельцам карты «Аптечный кошелек» – 250 бонусов. Воспользуйтесь ими до 31 января 2018 года. Сделайте ваши покупки выгодными. В этой аптеке я заказывал лекарства. Каждый раз хожу в эту аптеку, и мне нравится. Подробности акции уточняйте в аптеках сети «Будь здоров».